Касается вообще этой ситуации с увольнением председателя службы государственной безопасности, если вы позволите, я немножко ретроспективу расскажу. В ходе предвыборной кампании наши граждане фиксировали нахождение на территории Абхазии каких-то людей вооруженных, видели оружие у них, и по внешним признакам это были люди, которые не живут в Абхазии, это не граждане Республики Абхазия. Вот. Я лично звонил и представителю службы госбезопасности, и исполняющему обязанности президента. Сказал, что может готовиться какая-то провокация. Мы же не знаем, какие у кого интересы. Есть третьи силы, какие-то разные. Абхазия это такой узел, где интересы разных групп пересекаются. Поэтому наша цель провести выборы спокойно, чтобы наш народ продолжил свою жизнь после итогов голосования. Но мы должны застраховаться от того, чтобы не было каких-то провокаций, которые могут привести к каким-то столкновениям. Это и за неделю до голосования я звонил. Потом в день голосования вот эти люди в большом количестве оказались у здания ЦИК. Каким образом это произошло? После выборов я пришел к главе, к исполняющему главы государства Ганба и задал ему вопрос, каким образом эти люди здесь оказались в день голосования, если еще неделю назад мы эти вопросы ставили, вы ставили задачу, почему так произошло. На что он мне сказал, что я ставил задачу силовикам, и задача, которую я ставил, она не выполнена, по всей видимости. Я до этого тоже связывался с экс-председателем службы государственной безопасности Кучуберия, и ему лично тоже говорил об этом. Называли конкретные адреса гостиниц, в которых они проживают. Но каким-то чудом наши силовики туда приезжали, и этих людей там не оказывалось. Я очень сомневаюсь, что без прикрытия силовых структур люди, несколько десятков, больше 50 человек, иностранных граждан, вооруженные, могут оказаться в центре Сухума. Поэтому возник вопрос. Когда исполняющий обязанности президента сказал, что силовики не справляются, я позвонил прямо оттуда председателю службы государственной безопасности, потому как вопрос стал о нем. И я говорю, если у тебя есть возможность, мог бы ты прийти, потому что здесь о тебе идет речь. Он пришел, вот так мы сели, я задал ему вопрос. Я сказал, что а почему так происходит? Почему так происходит, что какие-то люди здесь находятся? На что он сказал, что я не могу с этим справиться. Вот были его слова. Я сейчас не хочу уподобляться тем, кто после этой встречи выходит и рассказывает совершенно другие версии. Там много о чем мы разговаривали. Я думаю, что если спросите у самого экс-председателя, он вам расскажет. Потом исполняющий обязанности президента сам у него поинтересовался, а кто может возглавить вместо тебя. Он сам назвал Чичба. Я вышел, ушел, я говорю, это ваши кадровые вопросы, я не вмешиваюсь, пошел заниматься другими делами. Вот как это было. Что касается этого соглашения, если к нему возвращаться, то хочу вам напомнить, что тогда мы ставили вопрос, об этом сейчас почему-то все забыли, мы ставили вопрос о том, чтобы исполнял обязанности президента спикер парламента Ашубалаш Анукзаевич. Мы ставили вопрос о том, чтобы и вице-президент ушел в отставку. Но потом, когда приехал Бадра Зурабович в Министерство обороны и сказал, что он готов исполнять обязанности президента, и его слова, я цитирую, он хочет провести эти выборы, чтобы за этот период ничего не произошло, и потом заниматься своими делами. То есть в качестве вице-президента, а не человека, который... Естественно, об этом шла речь. Но потом, тогда же вы помните, что речь шла о том, что экс-президент будет баллотироваться. Он же открыто это говорил. Вот с такой повесткой мы общались. Потом на определенном этапе экс-президент передумал, вице-президент решил баллотироваться. Возложили обязанности на Бганба. Но я вам задаю вопрос. Вот мы на человека возложили обязанности главы государства. И здесь в Абхазии есть определенные тенденции, которые могут вызвать серьезные противостояния. Эти вооруженные люди. Да? И если он не может дать поручение силовикам, и они с этим не справляются, а что ему надо делать?
А если что-то завтра произойдет, мы все будем обвинять исполняющего президента Ганба. Правильно? Он отвечает за ситуацию. Но если он дает поручения конкретным силовикам, они с этим не справляются, неужели у кого-то вызывает это удивление, что он ставит кадровые вопросы?